Здравствуйте, в эфире программы «Вести интервью». В марте этого года исполняется 10 лет с момента принятия республиканского закона о бесплатной юридической помощи в Чувашской республике. О действующей системе оказания бесплатной юридической помощи расскажет руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрий Сержантов. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Спасибо вам за приглашение. Расскажите, как выглядит система оказания бесплатной юридической помощи в Чувашии на сегодняшний день? Конституцией Российской Федерации у нас гарантировано право на получение каждым гражданином Российской Федерации квалифицированной юридической помощи. Для отдельных категорий данная помощь может оказываться государством на безвозмездной основе, то есть бесплатно. И вы правильно сказали, что сначала в 2012 году был принят федеральный закон о бесплатной юридической помощи, и в марте 2012 года был принят закон о бесплатной юридической помощи в Чувашской республике, который установил основные основы организации деятельности бесплатной юрпомощи на территории Чувашской республики. Кто сегодня может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь? Хочу отметить, что в федеральном законе изначально было заложено, что 27 категорий граждан имеют право на получение бесплатной помощи. Это малоимущие граждане, это инвалиды первой и второй группы, это дети-сироты, это опекуны, попечители, это многодетные семьи. И за 10 лет в закон Чувашской республики мы включили еще 20 категорий граждан, и в Чувашской республике 47 категорий граждан имеют право на оказание бесплатной помощи. Они все малоимущие, получается, или в трудной жизненной ситуации? Смысл и федерального законодательства, и законодательства Чувашской республики направлен на то, чтобы как раз оказать бесплатную помощь лицам, которые находятся действительно в трудной жизненной ситуации, малообеспеченным, у которых зачастую нет просто денег для оплаты услуг адвокатов, юридических фирм. Как я уже говорил, что в федеральном законодательстве их 27 категорий, у нас уже 47. Это вызвано тем, что мы ежегодно мониторим правовую ситуацию на территории Чувашской республики, выявляем те категории граждан, которые действительно должны или могут, то есть обращаться за получением квалифицированной юридической помощи. И вот буквально за 2-3 года я могу просто на примере показать, какие категории граждан мы включили. Это обманутые дольщики. Мы знаем, очень актуальная тема по всей России, что действительно недострои, обманутые дольщики зачастую судятся с строительными фирмами и в судебном порядке. Также обманутые вкладчики. Вы знаете, что и в Чувашской республике Центральный банк Российской Федерации лишал лицензию тех или иных банков, и обманутые вкладчики тоже нуждаются в этой защите. Также у нас в категорию попали по оказанию бесплатной помощи дети войны. Вы знаете, у нас принят республиканский закон о детях войны, и здесь, получается, правовая поддержка будет оказана именно этой категории, и я бы сказал, что она не просто моральная, но и материальная, потому что из республиканского бюджета адвокатам за оказание этой категории граждан будут возмещаться реальные деньги. Дмитрий Михайлович, насколько у нас в регионе востребовано получение бесплатной юрпомощи? Бесплатная юрпомощь, она очень востребована. Об этом говорят следующие цифры, что за эти 10 лет бесплатную юрпомощь у нас получили порядка 500 тысяч жителей Чувашской республики. А потенциальными получателями этой помощи у нас является 300 тысяч жителей Чувашской республики, то есть фактически каждый из этих лиц имеет право на получение бесплатной помощи. А куда людям нужно обращаться за получением данной помощи? У нас есть два вида фактически оказания бесплатной помощи, то есть они разделены по субъектовому принципу. В государственную систему у нас входят все органы государственной власти, органы местного самоуправления, и сюда же входят адвокаты. Есть негосударственный сектор, это юридические клиники при вузах нашей республики, это негосударственные центры по оказанию бесплатной помощи, которые создаются некоммерческими организациями. Это и внебюджетные фонды, это и нотариусы,
А оказывать помощь может любой адвокат или юрист? Мы ежегодно с Адвокатской палатой Чувашской Республики заключаем соглашение, по которому Адвокатская палата готовит список адвокатов. Не каждый адвокат может оказать бесплатную юрпомощь, а именно тот адвокат, который входит в этот список. Он опубликовывается в средствах массовой информации. В настоящее время у нас более 100 адвокатов входит в этот список, которые могут оказывать бесплатную помощь. И у нас такой принцип, чтобы в каждом районе, городе Чувашской Республики, не только в столице или Новочебоксарске, но и в Батарево, в Алатыре и так далее, житель этого удаленного района мог получить бесплатную помощь именно у адвоката. И в каждом районе у нас такие адвокаты есть. А что нужно сделать адвокату, чтобы попасть в этот список? Ну, вы знаете, это, в принципе, прерогатива Адвокатской палаты Чувашской Республики, но, на мой взгляд, это, конечно, нужно еще и заслужить, чтобы попасть в этот список, потому что это действительно очень важная миссия, которая фактически поручена адвокатскому сообществу государством, и адвокат должен действительно быть подготовленный и с моральной точки зрения, с профессиональной точки зрения. И, конечно, Адвокатская палата, когда выбирает адвокатов по оказанию бесплатной помощи, включению его в список и даже исключению, и бывают такие случаи, они, конечно, опираются прежде всего на профессионализм, на качество оказания адвокатам бесплатной помощи гражданину. В общем, нужен опыт. Безусловно. Именно в этом случае он просто необходим. Тем более, когда мы говорим, кто включается в список, это, в принципе, адвокат в данном случае фактически, когда он оказывает бесплатную помощь гражданину, из республиканского бюджета идет возмещение его затрат на бесплатную помощь. Хочу отметить, что за эти 10 лет порядка 8 миллионов рублей из республиканского бюджета было потрачено на возмещение расходов адвокату на оказание бесплатной помощи. Более того, хочу сказать, что в этом году мы проиндексировали оплату труда адвокатов. Кабинет министров Чувашской Республики нас поддержал, Министерство финансов тоже поддержало, и мы в этом году проиндексировали оплату труда адвокатов, и она сейчас была увеличена примерно на 24%. Молодой адвокат, который только что выучился, сколько ему нужно опыта, чтобы стать таким востребованным? Когда мы с Адвокатской палатой обсуждаем, кто же должен участвовать в этой системе бесплатной помощи, мы не закрываем для молодых адвокатов этот ресурс и эту возможность, потому что действительно для молодого адвоката очень важна клиентская база и так далее. Она именно у молодого адвоката отсутствует, и в данном случае, конечно, он, когда будет участвовать в оказании бесплатной помощи, фактически будет повышать свой профессиональный уровень. И фактически я всегда говорю даже студентам, вы в юридической клинике попробуйте оказать бесплатную помощь инвалиду, малообеспеченному гражданину. Если вы получите от этого удовлетворение, то фактически из вас выйдет адвокат. Это одна из лакмусовых бумажек, которая показывает, что ты в профессии, что из тебя будет толк. Конечно, профессиональная составляющая, она очень важна, но для юриста составляющая моральная тоже не менее необходима. И здесь оказание бесплатной помощи – это показатель того, что действительно, ты же приходишь в профессию не только деньги зарабатывать, но и у тебя в этом отношении есть социальная миссия, которую ты осуществляешь, оказав людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, срочная какая-то правовая помощь нужна очень. И если ты оказываешь ее, если у тебя получилось, если гражданин уходит удовлетворенный, и ты получаешь от этого тоже удовлетворение, значит, ты в профессии. Граждане, имеющие право на бесплатного юриста, могут обратиться по любому вопросу или есть какие-то ограничения? Ограничения есть, они предусмотрены федеральным законом, но случаев,
по оказанию бесплатной помощи, их много, они очень широкие и затрагивают очень важные вопросы жизнедеятельности. Это и вопросы ЖКХ, это и вопросы в строительной сфере, это и вопросы получения социальных льгот, пенсий, это и вопросы трудоустройства, это вопросы, связанные с инвалидностью, с детьми-сиротами, получение опекунства, попечительства, если есть какие-то вопросы. То есть фактически законодатель попытался определить эти случаи наиболее широко, и именно те, которые действительно гражданин ежедневно сталкивается в своей жизни и требует каких-то правовых решений. Кроме того, хочу отметить, что этот перечень, он фактически не закрытый. В федеральном законе есть и в законе Чувашской Республики есть такая норма о предоставлении бесплатной помощи в экстренных случаях гражданину, который нуждается очень остро в этой правовой бесплатной юридической помощи. И тут тоже есть механизм, когда гражданин пишет заявление в уполномоченный орган, конкретно в Госслужбу Чувашской Республики по делам юстиции может обратиться, и мы оперативно рассматриваем этот вопрос и находим ему адвоката, который уже работает с ним непосредственно по его вопросу. Он может быть и устная консультация, и письменная, и в том числе защита интересов гражданина в суде. А что подразумевается под экстренным случаем? Ситуаций жизненных может быть очень много. То есть фактически гражданин или представитель гражданина, который попал в трудную жизненную ситуацию, это инвалидность, это жизненная ситуация, которая наступила, со здоровьем связанная, это вопрос невозможности выезда куда-то и так далее. То есть их очень много. И вот на примере даже сейчас ситуации с беженцами из Донецкой и Луганской Народной Республики, это тоже такой случай, который требует дополнительного фактически правового регулирования и помощи этим гражданам, в том числе по бесплатной юридической помощи. И мы этим вопросом тоже сейчас озадачены. Дмитрий Михайлович, планируется ли цифровизация бесплатной юрпомощи? Да, безусловно. В принципе, цифровизацией у нас сейчас занимаются практически все органы власти. И этот вопрос тоже очень актуален. Министерством юстиции Российской Федерации запланировано создание правового портала, который будет содержать все вопросы, в том числе оказания гражданам бесплатной помощи. Туда будут фактически дополнена вся информация по субъектам, кто может оказывать бесплатную помощь. Даже будут такие моменты, как вопросы-ответы типичные по правовым вопросам, где гражданин может на этом портале уже получить конкретную помощь, не обращаясь к юристу, к адвокату и так далее. На территории Чувашской Республики мы тоже фактически создали интерактивную карту по бесплатной помощи. Уже сейчас гражданин может войти на эту карту и посмотреть, где он может получить бесплатную юридическую помощь с адресами адвокатов, с адресами иных субъектов, которые могут оказать эту помощь, то есть время работы, адреса, телефоны, фамилия, имя, отчество адвоката, и так далее. А какая работа у нас в республике проводится в этом направлении? За эти 10 лет было сделано очень многое, но предстоит еще больше сделать. Главой Чувашской Республики в послании Государственному Совету Чувашской Республики на 2022 год поставлена задача по расширению государственных услуг в сфере теле-МФЦ, в том числе по правовой помощи гражданам. И мы сейчас активно работаем и с Министерством экономического развития, и МФЦ Чувашской Республики, с адвокатским сообществом над этой задачей. И мы ее, безусловно, в 2022 году выполним. Суть в том, что адвокат будет оказывать правовую помощь в онлайн-режиме, то есть фактически гражданин, который находится неважно где, может задать любой вопрос адвокату, получить на это
устную консультацию. Если этого недостаточно, то адвокат будет работать с этим гражданином и впоследствии, пока не будет решен тот или иной вопрос. Следующий момент, чтобы уменьшить количество документов, которые необходимы для получения бесплатной помощи, мы сейчас работаем с адвокатским сообществом, с Министерством труда и социального развития на том, чтобы адвокаты имели доступ к их специальной программе, по которым адвокат уже не будет требовать от гражданина справок о том, что он малоимущий, что он инвалид, ну и так далее, а просто в этой программе он по фамилии, имени, отчеству, дате рождения увидит, что гражданин действительно обладает этим статусом и фактически может получить бесплатную юридическую помощь. Тут два момента. То есть и гражданину не надо ходить в органы власти, чтобы получить эту справку, и адвокату не нужно запрашивать эту справку у гражданина. И очень быстро гражданин может получить бесплатную помощь, просто показав паспорт, без дополнительных документов. Дмитрий Михайлович, а куда еще можно обратиться за получением бесплатной юридической помощи? Есть государственная система оказания бесплатной помощи, и мы ее активно развиваем. Это и адвокатское сообщество, и действует у нас казенное учреждение социальной направленности Министерства труда и социального развития во всех районах и городах Чувашской Республики. Но есть и негосударственный сектор, и мы активно его тоже пытаемся развивать. Буквально за прошедшие вот эти 3 года у нас ассоциацией юристов Чувашской Республики, Союзом юристов Чувашской Республики, коллегией адвокатов были созданы 3 негосударственных центра бесплатной помощи. Мы им оказываем не только информационную поддержку, но и материальную. Кабинетом министров Чувашской Республики выделена субсидия данным некоммерческим организациям в размере 256 тысяч рублей, именно для того, чтобы они активно создавали вот эти негосударственные центры и оказывали гражданам бесплатную юридическую помощь. Плюсы этих негосударственных центров в том, что они сами фактически определяют категорию граждан, которым они будут оказывать бесплатную помощь. И, как правило, у них эта категория не ограничена. И по случаям тоже нет ограничений. И поэтому, когда у нас гражданин обращается с той или иной ситуацией, мы видим, что он не подпадает под категорию или под какой-то случай, установленный федеральным законодательством, то мы можем как раз именно обратиться в негосударственный центр, чтобы гражданин получил бесплатную помощь. Это большой плюс. Каким образом у нас в Чувашии осуществляется правовое просвещение граждан? Вопросы правового просвещения, может быть, они не всегда так громко звучат, но это фактически одна из важнейших функций любого государственного органа местного самоуправления по правовому просвещению граждан, потому что мы понимаем, борьба с правовым нигилизмом, с нежеланием в каких-то случаях гражданином исполнять закон, да, непринятием его. Это как раз самое большое зло, с которым фактически все мы, это и органы госвласти, общество должно бороться, чтобы создавать правовое государство, бороться с правовым нигилизмом. И правовое просвещение как раз направлено прежде всего на это. И правовое просвещение – это такая широкая фактически стезя, широкое полномочие, которое связано и с непосредственными разъяснением непосредственных полномочий органов госвласти, органов местного самоуправления, и более в широком плане объяснения тех или иных правовых основ, правовых норм, которые принимаются государством. Поэтому над этой темой, конечно, должны работать не только юристы, но и все сотрудники органов власти, некоммерческие организации, неравнодушные граждане, в целом гражданское общество. Будет ли оказываться бесплатная юридическая помощь вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР? Безусловно, это одна из первых задач, которая была поставлена оперативным штабом. И я хочу поблагодарить нотариальное сообщество, которое очень быстро откликнулось на этот вопрос. И теперь предусмотрено, что жителям народных республик будет оказана нотариальная помощь любая.
они приняли решение, что это будет осуществляться безвозмездно. Кроме того, мы договорились с адвокатской палатой Чувашской Республики, что будут представляться адвокаты именно по заявлениям данной категории граждан, потому что мы понимаем, они вот как раз находятся в трудной жизненной ситуации, и вот их ситуация как раз и показывает, что именно они сейчас нуждаются не только там в социальной, материальной, но и правовой помощи. Кроме того, мы договорились с негосударственными центрами, о которых я уже сказал, что они также откроют свои двери перед этими гражданами, жителями, которые действительно сейчас нуждаются в том числе и правовой бесплатной юридической помощи. Дмитрий Михайлович, и в заключение, что бы вы хотели добавить еще? В заключение я хотел бы добавить, что очень много сделано, предстоит очень интересная работа, и хочу поблагодарить все субъекты, органы государственной власти, органы местного самоуправления, негосударственные центры, юридические клиники, студентов, то есть все юридическое сообщество Чувашской Республики за неравнодушие и за то, что они всегда откликаются, когда необходимо оказать бесплатную юридическую помощь. Спасибо, Дмитрий Михайлович, что нашли время и зашли к нам. Спасибо вам. Напомню, в гостях у нас сегодня был руководитель Госслужбы по делам юстиции Дмитрий Сержантов.